Ну, писатели у нас, которые появились в татарской литературе после 18-го, так скажем, ближе к 20-му и дальше в 20-х годах, это были молодые люди, которые хотели писать и начинали писать еще до революции. Но писали мало, так сказать, как мы выражаемся, кто в стол, а кто в небольшую мусульманскую газету. Потому что литература это началась фактически публикация исламской литературы с 905 года. До этого это все как бы было не совсем, как сказать, разрешалось. И многие писатели, которые сформировались именно в период Октябрьской революции, такие как Кавин Ажми, вот я писала о Сарвар Агдамовой, его жене-переводчице, Фатих Карим, это те, кто вырос и хотел писать новую литературу. Была старая же школа, которая еще сформировалась до революции, это вот кто-то был поклонником Тукая, кто-то отвергал его. В это время вот на волне, на гребне волны вот этой новой жизни в моду вошел Маяковский. Его ярыми такими почитателями были два наших татарских поэта – Хади Такташ и Адель Кутуй. И вот каждый как бы творческий человек себя считает ведь самым гениальным, в моем понимании, если вот так биографию разбираем, каждый считает, вот сейчас он напишет то, что до него вообще никто не писал. И лучше его никто не напишет. Когда у нас Маяковский приезжал к нам в Казань, тот же самый Адель Кутуй встречается с ним, это потом напишет он в своих стихах, и прочитает ему этот его левый марш на татарском языке. Вот они все ярые поклонники именно Маяковского, нового поэта. Мы в школьной программе учили, тяжело учить Маяковского. Не все его понимают. У нас в обязательную программу входила поэма Владимира Ильича Ленина и стихотворение о советском паспорте. И то есть для заучивания, ну, еще там было в детстве какое-то детское стихотворение Маяковское. А выросло вот это, пришло новое поколение, которое считало, что вся та литература, которая была раньше, это такой ужас, это такой кошмар, что тем же самым Адель Кутуем и Хади Такташем, почитаемый для татар поэт Габдулла Тукай, они назвали его буржуазным поэтом. И, может, для многих это кажется удивительным, но Тукай после революции под влиянием вот таких молодых поэтов оказался под запретом. Это потом, в 30-е годы, вдруг, уже когда не стало Хади Такташ, когда, как сказать, в опалу пал Адель Кутуй, вспомнили, что уж не такой-то он и буржуазный, и сирота, и нищенствовал, и бедствовал, и кое-как, как сказать, выбился из небытия. И вот каждый перетягивал канат на свою сторону. Наки Санбет большой вклад в литературу вложил. Но у нас ведь был еще, ну, предположим, Галимджан Ибрагимов, писатель, который тоже на волне вот этих новых веяний писал новую литературу. То есть он уже изображал молодежь, ту, которую он хотел видеть. Одним из ведущих писателей дореволюционных, именно молодежных, был Фатих Амирхан. Но пришло новое поколение, которое его тоже оскорбило и назвало ханом татарской литературы, устроило ему травлю. Те же самые эти молодые поэты, о которых я говорила. И, будучи прикованным к инвалидному креслу, Фатих Амирхан, он был в инвалидном кресле с 20 лет. 20 лет он, как сказать, прикованным был, обезножил в юности. И он вынужден был покинуть даже работу. Он не мог работать, потому что вот настолько тяжелая, невыносимая ситуация была создана для него. И вот это перетягивание канатов с одной стороны в другую, оно продолжалось на протяжении всех 20-30-х годов. Например, Кавин Аджми, он возглавлял наш Татарстанский союз писателей в 1937 году, он был арестован. Его тоже во многих грехах обвинили, хотя это человек, который, как сказать, в 18 лет пошел воевать за советскую власть, воспитывал брата-сироту, сам с 11 лет работал. Человек, который его заменил, он так было 3 состава, даже в 1937 году сменены. Это было, каждый ведь, приходя, как сказать, на более высокую должность, считал, что вот он сейчас сидит здесь, и больше с ним ничего не случится. И у каждого была вот такая уверенность в себе. Например, вот, когда обвинят во всех грехах Фатиха Карима, что он не так написал вот эту свою поэму известную, что начинается травля, и Сибгат Хаким, который, ну, заступился, отказался за него,
вернее, отказался против идти товарищей своего друга по литературе, он тоже оказался вне, как сказать, поле деятельности, его тоже на задворки отправили. У Сибгат Хайкима в это время к изданию готовилась книга, уже набор был в типографии, но этот шрифт разбросали, отказали. И вот эти люди были поставлены в такие, в тяжелые материальные условия. Многие из них прошли и тюрьмы, и лагеря. Фатих Карим, когда уже был оправдан, возвращается и сразу уходит добровольцем на фронт. То есть вот мое отношение к литературе, вот я еще раз говорю, это каждый вновь приходящий писатель-поэт считает, что он самый гениальный. А все, кто сзади, и вот только его недооценивает, и он хочет вот эти занять лидирующие позиции. Как я уже сказала, ведь Галимджан Ибрагимов тоже мечтал о лидирующих позициях, но он был тяжело болен. И не надо забывать, что до революции он принадлежал к другой партии, он меньшевик был. А потом, как говорим, мы уже после событий 1918 года, когда вот это эсеровская путч был, мы в одной из наших встреч говорили об этом, многие, состоящие в других партиях, выражаясь современным языком, переобулись и вступили в партию большевиков. Почему тогда было это легко сделать? Тогда не было партбилетов еще. И не шел партийный учет. Это позднее начнется партучет, и который потом более тщательный будет сделан Маленковым, и когда уже будут данные собраны на всех, на всех, на всех. А до этого под эту шумиху все как-то застраивались, пристраивались. И даже такая ситуация, ведь в 1937 году, когда Кави Нажми был арестован, он тяжелые, как сказать, испытания прошел, находясь на Черном озере. И его несколько раз тоже, так же, как и Хасана Туфана, выводили на расстрел. Это своего рода психологическое воздействие. И он отказался от своих показаний уже на суде. Благодаря этому, как сказать, вернулся к жизни и Мирсай Амир, который в последующем большой общественной работой занят. Но к чему я говорю, когда ведь в 50-е годы выходит его новый роман, и тоже опять его выдвигают на сталинскую премию, хоть и второй степень, но это большие финансы, на него вновь начинают коллеги по его цеху писать донос. Но так как он уже перенес все, что можно перенести, вы можете это подробно прочитать в воспоминаниях его внучек. У Кави Нажми они написали об этом более подробно. В ходе вот наших экскурсий я тоже об этом говорю. Уже стали писать, что на китайскую разведку работает его сын. И вот не переживя вот этой травли, человек просто скончался в 54 года от инфаркта. Но человек этот сделал немало для нашего города. Во-первых, он занимался тем, чтобы поднять вот имя Абдуллы Алиша. В основном всегда говорим о Мусе Джалиле, но ведь было рядом с ним там же в этом лагере и Абдулла Алиш. И именно Дома пионеров было имя Абдуллы Алиша. Затем не надо забывать, что в центре города, как мы сейчас говорим, в здании из-за музея был туберкулезный диспансер. Еще в то время. И он как депутат приложил немало усилий для того, чтобы за черту города вывести вот эту, как сказать, больницу, в которой, как инфекционная эта больница. Ведь по науке мы знаем, что палочка Коха в почве живет 50 лет. И то есть, почему и не сохранилась лепнина в здании из-за музея, потому что надо было сколачивать всю эту штукатурку. Это был, еще раз говорю, туберкулезный диспансер. Вот он немало усилий приложил к этому. И когда он скончался, для татарской молодежи того времени, это было тоже потрясением. Ведь многие выросли на его книгах. Один из тех, кто шел в траурной процессии во время похорон Кави Нажми, был, конечно, и наш первый президент Шаймиев. То есть вот это было поколение, которое выросло на книгах нового времени. Взять у нас известный писатель Абсалямов, фронтовик. Начинал он жил в Москве, когда-то семья перебралась в Москву, но потом скрывается то, что, как сказать, прошлое его отца, зажиточное прошлое. Отец был сослан, это в 30-е годы, но сам Абдрахман Абсалямов, он у нас вошел в историю татарской литературы как первый татарин, который получил профессиональное образование. Это он поступил и окончил литературный Горьковский институт в Москве. Направил его туда, в то время работающий в Москве, Муса Джалиль. Так вот, Абсалямов, который и написал свои вот первые произведения, это «Орлята»,
Газинур, татарин, который повторил подвиг Александра Матросова, хотя уже давно пишет, что Александр Матросов был татарского происхождения, только жил в Башкирии, и попав в детский дом, он назвался себя Александром и взял себе вот эту Матросов фамилию, которой он мечтал быть Матросов. Если не ошибаюсь, имя Шакирзян Мухамедзянов, настоящее вот имя вот этого нашего легендарного Матросова. И вот Абдурахман Абсалямов пишет вот эти свои произведения, которые выходят большими тиражами, но, как сказать, самым главным произведением его жизни все равно станет «Белые цветы», на которой практически все татарстанские врачи выросли, медики. Это как вот настольная книга была в 70-е годы, точно знаю, у всех медиков. Это вот читали не только, как сказать, люди далекие от медицины, но для медиков это прям настольная книга. Образ главной героини. И это была единственная книга, которая была издана 11 миллионов экземпляров. Больше такого в татарской литературе не было. И ему, естественно, дали нашу республиканскую премию. Он получил все нужные там по его произведению награды. Но нашлись, так сказать, коллеги по цеху. А в это время поднимается вопрос о том, что впервые в истории такой тираж, такая востребованность, ее же также переводят на многие языки, естественно, практически на языки всех союзных республик. И поднимается вопрос, а почему не выдвигают его кандидатуру на госпремию Советского Союза тогда? И начинаются оформляться документы. И вот небольшая, так сказать, кучка доброжелателей, коллег, которые тоже состояли в Союзе писателей, но не смогли написать того, что он написал, пишут на него донос, жалобу, что, я всегда говорю, формулировка очень интересная, что именно он не раскрыл образ татарской женщины. Хотя для всех вот эта татарская женщина такой, какой ее все видят в героине. И вот именно из-за этой формулировки его и тоже также убрали из претендентов на эту премию. И вот постоянно вот эта травля со стороны коллег, а ведь он был фронтовик, который прошел очень тяжелую войну, но у него много было болезней, он и парализован был, по-моему, если я не ошибаюсь, это что-то как инсульт был, и именно помогала ему его жена, она преподавателем была русского языка, и уже а положение какое было вот этого писателя, даже как бы мы сейчас немножко по-другому воспринимаем, ведь он уже, как сказать, к концу своей жизни, а прожил он не так много, он до 60 не дожил, он только уже в зрелом возрасте получил квартиру. Вот на улице Маяковского, как мы называем писательский дом, где он получил квартиру. А до этого он жил в коммуналке, из одной коммуналки в другую. 5 или 6 коммуналок он поменял в нашей Казани. Но несмотря на те баснословные, как сказать, издания, большие приличные гонорары, у человека не было нормальной квартиры. Хотя как писателю, как члену Союза писателей, ему полагался отдельный кабинет. Почему у нас многие стремились вступить в Союз журналистов, Союз писателей и прочие союзы, то тогда по укладу советского законодательства, по законодательству, человеку дополнительные метры давались, если я не ошибаюсь, 12 метров плюс к общей площади на отдельный кабинет. Вот такая история наших татарстанских писателей, то есть травля, вот эта зависть, недоброжелательство, оно всегда существовало, никуда от этого не денешься, но главное достояние этих людей то, что они не уронили, как сказать, не упали в грязь лицом, сохранили свое достоинство, и их память – это их произведение. А уж «Белые цветы» Абсалямова, вот как бы в память о его знаменитой книге, один из скверов в нашей городе, в Новосавинском районе, это вот Акшашак, «Белые цветы». Премия есть медицинская Акшашак, и наш татарский театр ставил эту постановку. Другой писатель наш, Адель Кутур, который попал сначала был поклонником Маяковской, потом как-то пересмотрел. Тут вот в ходе процесса жизненного пути человек менял свое мировоззрение. И уже когда ведь он был в тюрьме, а обвинен он был в создании вот этой националистической организации Джиген, если правильно не называю, он был арестован, и многие его осуждают за то, что он выдал там всех своих коллег-товарищей, его трудно осуждать, так как пытали в то время на Черном озере, это мы сейчас иногда смотрим репортажи наши современные, как умудряется современный полицейский иногда выйти за рамки дозволенного.
А в то время это было на законодательном уровне, разрешалось пытать. Ну, официально разрешалось это уже в 1937 году там выйдет, когда уже и женщин разрешалось пытать. Его многие осудили и от него отвернулись. И вот это моральный как бы вот вакуум кончился тем, что он просто вот напишет свои знаменитые неотосланные письма. Еще одно из произведений. Писателем станет его сын Рустем Кутой. В основном он был переводчик. Ну, то есть, потом уже, уйдя на фронт, ему ведь предложили возглавить союз писателей во время войны. Джалили был на фронте. Он как бы и согласился, но в это время тоже коллеги вспомнили. А помните, сидел в тюрьме? Как же можно? И он уходит опять на фронт. И уже по воспоминаниям его однополчан, он, как сказать, равнодушно, как мы выразимся, относился к своему здоровью. Он же простудился на фронте, как фронтовым корреспондентом был, и вот эта болезнь запустилась, так он и скончался. Не от пули, а от того, что, как сказать, человек потерял, наверное, интерес к жизни. Но вот его жизнь, это яркая, и именно показывает, как в процессе времени меняется человек. Сначала, как сказать, отвергая все, что было до меня, не принимая тех, кто пишет по-другому, только я правильно пишу, а потом, когда ты оказываешься за бортом той жизни, которую ты пропагандировал, ты уже пересматриваешь свои отношения. Вот так было с теми писателями, что с Хади Такташем, который ведь, когда его уберут и не станут публиковать, он окажется в очень трудном материальном положении, и он как где-то там скажет своим друзьям: я готов продать душу дьяволу, чтобы хотя бы написать одну строчку и опубликовать. Мне надо на что-то жить, ему надо было поднимать детей. Поэтому трудно этих людей осуждать, но единственное, как бы, человек не должен терять своего достоинства, порядочности и, ну, не падать так низко, как писать на человека, который более талантливее и более удачливее тебя, всевозможные кляузы, так как это поступили с Кави Нажми в свое время и как поступили, например, с Абсалямовым, которого многие любят и почитают до сих пор. Имена тех людей практически никто не хочет вспоминать и не вспоминает, кто писал вот эти, как выражаются раньше, пасквили. А авторы этих произведений остались на слуху, те же неотосланные письма Адели Кутуи, они все равно остались в памяти, и их читают, перечитывают, их публикуют. Поэтому не надо завидовать, надо достигать самим своего, каждого свой путь, и поэтому читайте произведения. Татарский писатель, возможно, сейчас, перечитая, уже можно и понять и уклад того времени, и отношение этих людей к жизни. Подписывайтесь на канал Аркадий Орешников. Всего доброго.